Это гигантская статуя слизня, а внутри нее одна из самых трудных тюрем, из которых я буду пытаться сбежать. Я заспавнился внутри бедрок комнаты, рядом с табличкой с правилами. Не ломать таблички. И войдя в другую комнату, я увидел верстак вместе с воронкой. Я открыл воронку, в которой было 8 железа внутри. Посмотрел наверх и увидел кнопку на крыше, а также щель в один блок. Как мне кажется, это выход из этой комнаты. Но была проблема, как мне протиснуться в щель в один блок? У меня только 8 железа. Я сломал верстак и поставил его так, чтобы я смог взглянуть в щель. Но ничего. Так было до того, как я посмотрел свои крафты. И теперь я понимаю, что я должен сделать. Мне нужно сделать 2 железных люка. Один, чтобы подставить под себя, в то время как другой втолкнет меня в щель. Так что я ставлю люки, и после нескольких попыток меня удалось перебраться на ту сторону. В новой комнате была дыра в 5 блоков, снизу которой была лава. А также под моими ногами были блоки льда. Кстати, этот лед был прессованным, так что я не могу получить из него воду. Обычно это создает проблемы, потому что в Майнкрафте невозможно сделать прыжок в 5 блоков. Но если у меня есть такой вариант разбега, и я буду спамить пробел, то у меня получится совершить данный прыжок, потому что это лед. И это привело меня в новую комнату, на полу которой был верстак, а также рамка предмета со слизневым шаром на стене. Еще была другая комната, в которую я мог безопасно упасть, и в ней было еще больше шаров слизи. Я собираю все шары, и на данный момент у меня есть 8 шаров слизи и 8 рамок предметов, а посередине комнаты находился блок бедрока. Я уже был уверен, что я должен поставить блок слизи, чтобы он перекинул меня в новую комнату, но мне все еще нужен шар слизи, чтобы сделать блок слизи. Я осмотрелся в комнате и ничего не нашел, а затем я решил сломать верстак, и последний шар слизи был под ним. Итак, я возвращаю верстак на место и крафчу блок слизи. Теперь я могу поставить данный блок сверху блока бедрока и прыгнуть в новую комнату. В следующей комнате я нашел 2 рамки предмета с красным и коричневым грибом внутри. Там также была плита и блок сланца, который, как мне кажется, должен был слиться вместе с бедроком. Но я его вижу и поэтому ломаю. А под ним была воронка, в которой была чаша. Я также попробовал сломать плиту, но под ней ничего не было, поэтому я вернул ее на место. Мне нужно сделать прыжок на 1,5 блока, но все, что я могу скрафтить, это грибной суп. Так что что-то я доупустил. Я осмотрелся и неожиданно нашел другой блок сланца, который косит за бедрок. Я сломал его, а над ним был синий цветочек. Теперь я точно знаю, что нужно скрафтить. Я приготовил особенную тушенку. А так как я использовал цветок кукурузу, то он даст мне прыжок. И данный ускоритель прыжка позволит мне прыгнуть на 1,5 блока и попасть в новую комнату. Внутри новой комнаты большая щель вдоль пола, вместе с каменным блоком в рамке предмета, а также со знаком, указывающим на него. Еще надо мной был такой же блок камня, так что я забрал его и попал в новую комнату. Собрал другой камень и начал проверять дыру для чего-нибудь еще, а внутри нее был верстак и еще один блок камня, так что я тоже его собрал. Мне нужно подняться по этой стене, но кажется, 3 блоков камня точно не хватит. Я проверяю верстак и вижу, что я смогу сделать 6 каменных плит, а это будет лучше. После того, как я сделал плиты, я подошел к знаку, который я видел ранее, надеясь на то, что именно здесь мне и нужно подняться. Я поднимаюсь, но мне все еще не хватает несколько блоков, но когда я нажал на F5, я увидел деревянную нажимную плиту на полу. Теперь я понимаю, что оттуда, где я стою, у меня получится кинуть вещь на нажимную плиту, чтобы ее активировать. И да, у меня получилось это сделать, и оттуда потекла вода, позволяя мне поплыть наверх. А в этой части комнаты ничего не было, кроме дыры в крыше, что и было выходом. Я был в недоумении до того, как понял, я же могу проплыть через воду, чтобы сломать поршень. А за ним была бочка, в которой был блок слизи. Да и больше ничего. И теперь я вернулся в комнату, и у меня был поршень и блок слизи. Если я поставлю блок слизи сверху поршня и запущу его, то смогу бустануть себя в другую комнату. Но была проблема, мне все еще нужно активировать поршень. И, к счастью, я могу сломать нажимную плиту и кинуть на нее рамку предмета для активации поршня. И это кидает меня в новую комнату. В углу новой комнаты была печка, дыра с 3 ульями внутри нее, воронка на крыше и огромная дыра из табличек. Сперва я открыл воронку, а внутри нее было 6 блоков песка. К сожалению, они не помогут мне спуститься вниз по дыре, так что нужно продолжать искать. В этой комнате ничего не было, так что я решил сломать воронку. Позади воронки была рамка предмета с углем внутри. И мне кажется, что нужно переплавить песок. Используем печку для переплавки песка. А заканчиваем уже 6 стекла. Это до сих пор не дает мне способ спуститься вниз по дыре. И я уже решаю сломать печь, потому что она мне больше не нужна. Позади
вблизи от печки был верстак. Я могу сделать только две вещи. Я вспомнил, что в дыре были ульи, так что я сделал баночки, чтобы собрать мед. И если я соберу этот мед, я смогу сделать медовый блок, который позволяет мне получать меньше урона от падения. Так что я собираю мед, но у меня есть всего 3 бутылки. Для того, чтобы сделать блок меда, их нужно 4. К счастью, за правым ульем был еще один скрытый улей, и у меня получится сделать блок меда. Так что я прыгаю вниз и зажимаю кнопку мыши, чтобы точно попасть в новую комнату. Ну а здесь был двухблоковый прыжок для попадания в другую часть комнаты. Это значит сказать меду пока-пока. Я подумал, что застрял, но потом вспомнил, что нужно красться, чтобы совершить прыжок с блока меда. Внутри новой комнаты была лава, текущая с крыши. А еще вторая территория с бамбуком на ней. Также я осмотрелся и нашел стрелу сопротивления огню. И, конечно же, забрал ее. До того, как идти в другую часть комнаты, я прокликиваю лаву, чтобы найти за ней что-нибудь. И нахожу воронку вместе с верстаком. Сейчас я уверен, что сверху ничего не осталось. Так что я падаю и попадаю в новую комнату. Ломаю землю, на которой стоял бамбук. И нахожу под ней воронку с 3 нитками и блоком грязи внутри нее. Сейчас я могу скрафтить лук, который даст мне использовать стрелу сопротивления огню, чтобы пройти внутрь лавы. Я попытался вернуться назад, но у меня все еще не хватает блоков. Но затем я понял, что здесь был еще один блок сланца. Ломаем его, а за ним был еще один блок грязи. И сейчас я могу вернуться в главную часть. Попадаю в себя стрелой сопротивления огню. Сперва я плыву вниз лавы, и там была комната с воронкой, в которой было 12 ниток. Теперь я поплыл вверх по лаве, и там была комната, но блок бедрока сверху меня запер меня в лаве. Также там был сундук, до которого я могу достать. Я открыл его и нашел 3 блока дерева. А также там был верстак, и теперь я точно знаю, что я должен делать. Так же, как и в предыдущем видео, мне нужно сделать кровать и уснуть на ней, чтобы пробраться через дыру. И теперь мы делаем кровать и ставим ее в комнате. Но сейчас до сих пор дневное время, так что я не могу уснуть. Я понял, что это не важно, потому что кровать уже оставляет точку спауна. Мне нужно просто подождать, пока действие стрелы закончится. И плавать в лаве, пока я не умру. Я кидаю мои вещи в комнату, чтобы их не потерять, и оставляю умирать себя в лаве. Теперь появляюсь в новой комнате. Я забрал сундук вместе с верстаком и использовал их как блоки, чтобы попасть в новую часть комнаты. Пока шел по коридору, увидел табличку, которая говорит, что больше 98% из вас не подписано, что лучше, чем в прошлый раз, но это до сих пор не 0. Так что, пожалуйста, подпишитесь. В конце коридора было огромное падение вниз в другую комнату, от которого я точно умру. Но все хорошо, потому что у меня до сих пор есть моя кроватка, которую я использую, чтобы предотвратить урон от падения. Единственная вещь в этой комнате — это ножка кролика в рамке предмета и прыжок в 2 блока, чтобы попасть в новую комнату. А в ней я вижу блоки цели, но у меня нет стрел, чтобы в них пальнуть. Я осматривался в комнате, и мне удалось найти секретную воронку с порошком Блейза и адским наростом внутри. Сейчас я как бы уверен, что мне нужно сделать зелье, но не хватает стенда зельеварения. Я думал, что я уже обыскал абсолютно все. И теперь я ставлю кровать под ноги, чтобы лучше взглянуть на новую комнату. И вижу, что этот стенд скрывается в углу. И я использую стенд зельеварения, чтобы сделать зелье прыгучести. А поскольку я на кровати, то я могу допрыгнуть до новой комнаты, потому что здесь только 1,5 блока высоты. И в углу этой комнаты я нашел кусочек слизи. А напротив меня огромная яма из лавы, которую я не могу пересечь. На крыше есть пара блоков целей, но у меня нет предметов, которыми я могу в них попасть. Передо мной я увидел скрытую воронку. Вдруг с моей стороны есть такая же. О да, она была. В воронке было 2 стрелы, и сейчас я использую их, чтобы попасть в цели. Цели дропают 2 блока песка в лаву. И теперь я могу через нее пропаркурить. Я добираюсь до другой стороны и открываю воронку, в которой был Ender Pearl. Дошел до конца, а в конце было 2 лестницы, и все. Все, что я могу сделать сейчас, это глич с Ender Pearl. Так что я кидаю его и телепортируюсь в другую комнату. Здесь был еще один шар слизи в рамке. И мне придется его забрать, а еще там был лифт, ведущий в новую комнату. Эта комната содержала лавопад из крыши. Единственный блок льда на полу. 4 улья пчел, которые выглядят как ступеньки. И другую часть комнаты, которая была выше. Проверяю внутри лавы, и как обычно. Там была скрытая воронка с 4 нитками и 2 железными слитками. С 4 нитками и 4 ульями я понял, что могу сделать свечки, чтобы переплавить лед. Но мне все еще нужны соты, чтобы скрафтить свечи. А все, что есть, это ульи. Но теперь я понимаю, у меня же есть 2 железа. Я же могу сделать ножницы. Ножницы позволяют мне собирать соты из ульев. Так что я сделал ножницы и собрал эти соты. После этого я скрафтил 4 свечи и поставил их сверху блока льда. Я ждал, пока лед станет водой, но затем понял, что мне нужно поджечь свечи, чтобы это произошло. У меня нет ничего в инвентаре, чтобы поджечь свечи. Но есть еще одна часть комнаты, которую я не проверял. Я использую F5 и вижу воронку в той части комнаты. Но она слишком высоко, чтобы я мог до нее дотянуться. К счастью, у меня все еще остались соты. И из сот я могу скрафтить 2 блока, чтобы завершить лестницу. Когда я поднялся, я нашел еще один шар слизи в рамке предмета. Проверил воронку и нашел стрелу. Это покажется бесполезным, но я могу стрельнуть стрелой через лаву,
чтобы сделать ее огненной и поджечь свечи. Так что я поджигаю их и ожидаю, и наконец-то лед поплавился. Я плыву вниз по воде и обнаруживаю комнату, похожую на подземелье. Блок бедрока над головой не дает мне пройти наверх, и я ничего не вижу, кроме поршня и блока слизи сверху него, и еще наблюдатель рядом с ним. Пока я не заметил, что вода капает с потолка. Я начал красться вперед, и мне удалось найти блок сланца, так что я его ломаю. Позади него была вода, и теперь я могу проплыть из этой дыры. Над блоком слизи был проход, но он слишком высокий, чтобы я туда попал. Я вернулся, чтобы чекнуть воду, и нашел еще один шар слизи и рамку предмета. На своем пути проплыл вдоль воды, а там была маленькая дыра, внутри которой воронка, в которой было 2 адских нароста и 2 адских кирпича. Я возвращаюсь к блоку слизи и думаю, что я что-то упустил. О нет, я проверил свой инвентарь и понял, что я могу скрафтить красные адские кирпичи. Ставлю эти кирпичи прямо перед наблюдателем, и он запускает меня в новую комнату. Сразу же вижу на полу воронку. Проверив ее, обнаруживаю 2 блока мха. Напротив меня была стена 4 блока, снизу которой был забор. 2 блока мха не хватит, чтобы подняться на стену в 4 блока. И сверху забора я тоже не могу запрыгнуть, потому что он слишком высокий. Так что я делаю из блоков мха коврики. И сейчас я уже могу подняться. В следующей части комнаты еще более высокая стена, на которую мне нужно забраться. А также верстак в углу. Также я могу видеть несколько поршней, удерживающих на крыше воду. Я проверил за верстаком, но там ничего не было, и я возвращаю его назад. Нашел дыру в углу с водой на дне и решаю упасть вниз. Внутри дыры была другая комната, где я нашел кучу мертвых растений и блоков песка. Я сломал их все, и теперь у меня было 8 палок, а также 15 песка. Я могу подняться, но я заметил другую часть комнаты, в которую я еще не попадал. Так что я строюсь в новую часть комнаты, и здесь находится еще одна рамка предмета с шаром слизи, вместе с воронкой, в которой было 2 стейка и каменный блок. Сверху больше ничего не было, так что я иду обратно на днище, и теперь уже поднимаюсь в главную комнату. К счастью, 15 песка точно достаточно, чтобы я мог вернуться. Я подхожу к верстаку и использую 7 палок, чтобы сделать 3 лестницы. С помощью лестниц я поднимаюсь на стену, в верхнюю часть комнаты. А там была воронка с табличкой, указывающей на нее. Проверяю воронку и нахожу в ней железную кирку. Я забрал кирку и сломал воронку, чтобы проверить, может под ней есть что-нибудь. Под воронкой ничего не было. Так что я начинаю путаться, пока не вспоминаю поршни, которые я видел ранее. Причина, почему это было важно, потому что теперь я могу сделать рычаг, чтобы активировать поршень. Но есть проблем, я не знаю, куда ставить его. Проверил очевидное прямо под табличкой, на которой даже стрелочки указывали вниз. И к удивлению, это сработало. Из крыши потекла вода. И я поднимаюсь по ней, и это приводит меня в новую комнату. В следующей комнате были стены, на которые я не могу забраться. Еще один поршень с блоком слизи на нем. В углу я также нашел дополнительный шар слизи. Ну и все. Я осмотрелся и обнаружил несколько деревянных кнопок рядом с крышей. У меня до сих пор была одна стрела, так что я решил пальнуть по кнопкам и посмотреть, что же будет. В конце это активировало поршень подо мной, и он подкинул меня в следующую часть комнаты. В этой части комнаты был один одинокий блок грязи, а чтобы подняться, мне нужны 4 блока. Я попытался подняться с вещами, которые у меня были, но это было невозможно. И так было, пока я не понял, что могу ломать блок под свечками, а свечки останутся в полете. Я создал лесенку из свечек и забрался вдоль стены в другую часть комнаты. В этой стороне комнаты в углу находились листья, и мне нужно перепрыгнуть щель высотой в 2 блока, чтобы добраться до новой комнаты. Могу использовать воронку, которая была ранее, но у меня же есть ножницы, поэтому я решил срубить листву и поставить ее вместо воронки. В последней части комнаты была табличка со стрелочкой и яма из снега. К выходу нужен был прыжок в 5 блоков, и я смогу пересечь это расстояние с помощью воронки. Но по центру ямы я увидел блок прессованного снега, так что я решил прыгнуть вниз, вдруг там что-то важное. Сломав прессованный снег, я обнаружил под ним воронку. Внутри нее была алмазная лопата и больше ничего. Так что я забрал снег и поднялся обратно. И просто отправился в последнюю часть комнаты. Нашел еще один шар слизи в углу. А также воронку, до которой не могу дотянуться. А, нет, могу, если присяду. А в этой воронке уже была стрела левитации. Смотрел наверх и в крышу увидел дыру. Так что попал в себя стрелу левитации. И вспарил в другую комнату. В этой комнате была воронка на крыше. Открыв, я понял, что в ней было 12 песка. Еще там был другой шар слизи в рамке предмета. И в конце была печка с верстаком. Взглянув, я увидел огромную дыру, но у меня было только 12 песка, так что я не смогу подняться наверх. Я знал, что я что-то упускаю, и поэтому ломаю воронку. Но за ней ничего. Тогда ломаю верстак, а позади него был блок сушеных водорослей. Кажется бесполезным, но блок сушеных водорослей способен переплавить целых 12 блоков песка. Делаем из 12 песка стекло.
И теперь я остался с 12 блоков стекла, чего до сих пор не хватит, чтобы добраться до верха. Но вообще-то я могу сделать из этих блоков стекла 32 стеклянные панели. И кажется, что 32 стеклянных панелей уже достаточно, чтобы подняться вверх, так что я пытаюсь отстроиться. Ой, этого хватило, чтобы привести меня к лесенке. Я был в комнате полностью из лаймовой шерсти. Попробовал ее сломать, но все было в барьерах. Посмотрел вниз и увидел 2 блока бедрока, которые расположены так же, как в комнате, которую я проходил ранее. Еще там была табличка, в которой говорилось: «Надеюсь, ты их все собрал». И еще один шар слизи в рамке предмета. Забрав шар слизи, я понял, что у меня их целых 9. Знаю, что делать. Я крафчу блок слизи. Прыгаю вместе с ним и приземляюсь на блок слизи прямо под ногами. Я добрался до выхода, но там большое падение, которого я не переживу. К счастью, там были крылья и фейерверковая ракета. Так что я забрал их и сбежал из тюрьмы. Спасибо, перевел и озвучил твой лучший Майнкрафт. Подписывайтесь.